По данным МВД, в Кыргызстане за 8 месяцев 2024 года более 10 тысяч женщин подверглись различным формам насилия. Вторую историю, я думаю, вы тоже знаете, очень тяжелые случаи, когда над женщиной издевались. И также третий случай – это иллюстрация Татьяны Зеленской, когда 13-летняя девочка подверглась насилию. По сравнению с прошлым годом статистика выросла в разы. Я думаю, что это количество оно намного больше, поскольку это 10 567, это просто женщины, которые обратились. Из них, конечно, 5% это мужчины, дети, несовершеннолетние. Но есть же у нас женщины, которые не обращаются, которые скрывают годами. И я думаю, что эта цифра, она намного больше. Если все женщины начнут обращаться, то оно будет составлять, я думаю, что даже в 3 раза будет, где-то 30, если не больше. И я думаю, что почему оно растет, я думаю, что больше информационной кампании стали проводить, больше наши уважаемые женщины парламента и мужчины также стали говорить, поднимать вопросы гендерного насилия. Очень много информации стали мы читать через интернет. И я думаю, что это как бы повлияло на увеличение обращений граждан на то, чтобы для того, чтобы получать помощь. 51% населения Кыргызстана – женщины, однако их позиция часто воспринимается как второстепенная по отношению к мужчинам. Женщины как в быту, так и в обществе подвергаются дискриминации. Нередко искусственно создается среда, где женщины воспринимаются как менее достойные уважения через угрозы издевательства, насилие и обесценивание их роли. Вы знаете, есть такой еще случай, как одна женщина хотела пойти в депутаты. Она когда пришла и говорит мужу: я хочу быть депутатом, пожалуйста. Обычно жена Киринка в семье поддерживает муж, домашние, ее родные, близкие. А он взял, говорит ей: да ты не сможешь быть депутатом, и я за тебя не дам голос. И вы знаете, за нее не дали, они не поддержали ее. Не поддержали ее, отовоили, не поддержали, за нее не голосовали. Она не стала депутатом. Эта история, вот она. И я тоже тогда посмотрела, это же тоже отношение мужа к ней, это уже своего рода, понимаете, не семья, но он враждебно уже к этому отнесся, потому что ты не сможешь быть депутатом, и ты голоса не наберешь, и тем более мы за тебя не дадим голоса. Оскорбительные высказывания, такие как «женщинам не место в политике», «женщина должна сидеть дома», «девочка не может быть лидером» – это примеры языка вражды, которые укрепляют неравенство. Последние, наверное, 3-4 года вот этот вот язык вражды, оно во всех сферах, оно очень сегодня, оно видно по отношению к женщин. Обратите внимание сегодня, как она одета, что она говорит. Мы в социальных сетях видим сразу оскорбление, унижение. Понимаете, это же язык вражды, да? Вот как они относятся сегодня. Но и помимо этого женщины с региона, которые, они же разные, они знают, а мы слышим, что да, есть недоверие к ним. Потому что многие считают, что если смотреть чисто вот в политическом формате, да, они считают, особенно, скажем так, мужчина, они считают, что она ему конкурентка, да? На месте работы, где она работает, какую-то позицию занимает. И сегодня мы слышим очень часто от женщин, что да, сегодня женщин выдавливают на самом деле. Что много женщин сегодня не хотят не судиться, они сегодня не хотят спорить, они сегодня не хотят об этом говорить открыто, потому что они говорят, если только мы начнем это делать, нам начнут говорить, что типа вот она такая, она скандалистка, она может сегодня судиться, у нее репутация будет. И женщины сегодня, многие не вступают в такие вот своего рода, понимаете, распри сегодня с мужчинами. За должности, на том месте, где она работает и так далее. Сегодня женщина старается молчать и уйти в сторону. Но когда ты ее слышишь, ее боли, она говорит, не хочу ругаться, не хочу спорить и не хочу доказывать. Все равно потом меня скажут, что я виноватая. Несмотря на все требования законодательства о гендерном представительстве, участие женщин в политике в Кыргызстане остается крайне низким. Как мы знаем, что на сегодняшний день
очень мало женщин в политике. Если у нас 21 членов кабинета, из них только 3 женщины, 3 министра. Это наш министр Джилдыз Арыстанбековна, министр образования Кендербаева и министр цифровизации. У нас на сегодняшний день нету ни одного губернатора, ни одного акима, ни одного мэра, в связи с чем это тоже повлияло на принятие указа президента о поддержке женского лидерства до 30 года. Параллельно с этой госпрограммой также был принят план именно по реализации этой госпрограммы, который предусматривает 3 приоритета. Это первый приоритет, он направлен на решение первоочередных задач. То есть по выполнению этих задач уже создана межветрабочая группа. Главная цель этой госпрограммы – создать специальный резерв кадров для женщин. Не стоит забывать, что Кыргызстан присоединился к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Также мы должны соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН 1325 как один из базовых документов ООН по Декларации о защите и продвижению прав женщин. Устойчивые гендерные стереотипы, которые проявляются в языке вражды по отношению к женщинам и девочкам в Кыргызстане, являются одним из факторов продолжающегося насилия. И эти документы отражают необходимость бороться с такими стереотипами и проявлениями дискриминации.